В Южную Осетию с рабочим визитом прибыла делегация сопредседателей женевских дискуссий. В состав делегации вошли представители Евросоюза, ООН и ОБСЕ. Гостей поприветствовал советник президента Константин Кочиев. Он подчеркнул важность совместной работы для обеспечения безопасности как в Республике Южная Осетия, так и всего Закавказья. Традиционные визиты делегации сопредседателей в регион перед каждым очередным раундом женевских дискуссий являются важной частью нашей работы, потому что позволяют лучше подготовиться к предстоящей встрече, обсудить общие подходы и текущие вопросы. На самом деле очень важно, когда есть возможность в спокойной обстановке порассуждать о тех проблемах, которые мы видим перед собой. В свою очередь, исполняющий обязанности сопредседателя ООН Хайлу Маму выразил благодарность юго-осетинской стороне за теплый прием. Он подчеркнул важность данного события, особенно в свете предстоящего очередного раунда женевских дискуссий. Всегда приятно приезжать в Цхинвал. Я думаю, что сегодня, как и ранее, как и всегда, у нас будет возможность обсудить, обменяться мнениями по вопросам повестки дня. В рамках визита в Южную Осетию делегация также посетит ряд культурных объектов столицы. Сопредседатель от ЕС Магдалина Грона поблагодарила за представленную возможность посетить объекты наследия, отметив, что это даст более глубокое понимание обсуждаемых в Женеве проблемных вопросов. Я согласна с тем, что важны в контексте подготовки предстоящего раунда и также важны в контексте подготовки МПРИ. как и вы, мы предполагаем, что сегодня получится обсудить все вопросы повестки дня, и также особую благодарность выражаем за возможность сегодня посетить несколько мест, которые связаны с культурным наследием, потому что это вопросы, которые мы обсуждаем в Женеве, и это даст нам возможность глубже познакомиться и оценить ситуацию. В этот раз действительно Цхинвал является последним пунктом нашего визита, потому что у нас уже были встречи в Москве, в Тбилиси, в Сухуме. И я рада сообщить, что у нас есть подтверждение от всех участников. Сопредседатели отметили, что встреча была продуктивной. Их визит в нашу страну связан с обсуждением вопросов, которые Южная Осетия будет выдвигать на предстоящих женевских дискуссиях. Отметим, что очередной 65-й раунд состоится в ноябре текущего года. Вы знаете, что мы, трое сопредседателей женевских дискуссий, всегя приезжаем в преддверии очередного раунда. Так происходит и на этот раз. Следующий раунд состоится в Женеве 11-12 ноября. Рады будем увидеть наших юго-осетинских коллег там. Вы знаете, что в Женеве непосредственно затрагиваются вопросы безопасности, однако также вопросы важные для гражданского населения. Как сказал мой коллега, мы рады снова оказаться в Цхинвале. Консультации здесь касаются предстоящей на раунде работы в обеих рабочих группах. Первая рабочая группа занимается вопросами безопасности, вторая рабочая группа занимается гуманитарными вопросами. И как раз в рамках второй рабочей группы обсуждаются вопросы о том, как улучшить жизнь населения, пострадавшего в ходе конфликта. Но также важны и вопросы, которые в целом обсуждаются в обеих рабочих группах для создания общей архитектуры безопасности. Key point, the important point is in these 17 years. There was no resumption of hostilities. 15 октября мы отпраздновали 17-летие Женевских международных дискуссий. Самый важный пункт, самое главное в нашей работе, то, что за эти 17 лет боевые действия не возобновились. И это в том числе заслуга Женевских международных дискуссий и формата МПРИ. Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят с 2008 года и являются единственной платформой диалога между Цхинвалом, Сухумом и Тбилиси. Работа традиционно ведется в двух рабочих группах – по безопасности и по гуманитарным вопросам. Агунда Губозова, Аида Кочева, Давид Туаев. Информационный выпуск сегодня.